Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. Он предусматривает доступность удаленной работы и возможность ее совмещения с офисной. Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года. О всех нюансах удаленной работы мы поговорим с заместителем министра труда и социального развития республики Альбиной Трубиной. Альбина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, поясните, в чем суть принятого такого очень важного для нас многих закона? Внесенные изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации определяют понятие дистанционной удаленной работы. Это выполнение трудовой функции вне местонахождения работодателя, вне стационарного рабочего места, с использованием в целях выполнения работы информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе сети интернет. Удаленная работа, она может быть как постоянной, так и временной, не более 6 месяцев, так и периодической. Федеральным законом уточняются способы взаимодействия дистанционного работника и работодателя при заключении трудового договора, выполнении дистанционной работы и основания для прекращения такого трудового договора с дистанционным работником. Условия труда и режим рабочего времени работника при удаленной форме работы, они должны быть закреплены трудовым и коллективным договором, а также локальным актом организации. Кроме того, что немаловажно, законом закрепляются северные гарантии в оплате труда. То есть сохраняются районные коэффициенты и северные надбавки к заработной плате. Для удаленной работы также сохранены условия оплаты командировочных расходов для удаленных работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Также, согласно закону, работодатель обеспечивает дистанционного работника всем необходимым оборудованием, программно-техническими средствами, а также средствами защиты информации. При необходимости работник может также использовать свое оборудование, но при этом порядок и условия использования личного оборудования должны быть отражены локальным актом организации. Закон позволяет таким образом урегулировать взаимоотношения между дистанционным работником и работодателем с учетом интересов обеих сторон. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года. Подскажите, а кому рекомендуется в период распространения новой коронавирусной инфекции работать удаленно? Кто попадает в эту категорию? В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки в стране рекомендуется осуществлять перевод на удаленную форму работы тех работников, которые могут в силу своих трудовых функций, в силу возможностей технических как со стороны работника, так и работодателя обеспечить данную работу в дистанционной форме. При этом, согласно распоряжению главы Республики Саха-Якутия от 12 мая 2020 года номер 171 РГ, организациям рекомендовано перевести на удаленную форму работы прежде всего беременных женщин, граждан с детьми до 14 лет, а также граждан, имеющих инвалидность. По состоянию на начало декабря текущего года в Республике Саха-Якутия переведено более 32 тысяч работников всех организаций, всех форм собственности, а также 15 тысяч работников находятся на сегодня в отпусках. Давайте уточним очень важный момент. Как работодателю правильно и законно оформить временный перевод работников на удаленную работу во время пандемии? В случаях, угрожающих здоровью и жизни людей, в том числе эпидемии, в таких случаях, когда у нас под угрозой находится жизнь и нормальные жизненные условия населения, необходимо переводить работников на удаленную форму работы. И в таких случаях работодатель может переводить без согласия работника.
При этом, если специфика работы не позволяет осуществить временный перевод работника на дистанционную работу, либо работодатель не может обеспечить технические возможности для того, чтобы трудовая функция исполнялась в данном виде, то тогда оплачивается неисполнение трудовых функций по правилам оплаты простоя по причинам, по независящим от работника и работодателя. При этом в бюджетной сфере, согласно указу главы республики от 1 декабря 2020 года 1543, заработная плата в период вынужденного простоя по независящим от работодателя и работника причинам производится в полном объеме, за исключением премиальных выплат, которые должны выплачиваться за эффективность и результативность деятельности, но не ниже минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и северных надбавок сверх минимального размера оплаты труда, установленного на федеральном уровне. При переводе на удаленную работу работников необходимо в организации определить списки работников, переводимых на удаленную форму работы, определить порядок организации этой работы. Порядок организации подразумевает под собой график работы, способы обмена информацией о производственных заданиях, а также об их исполнении, возможность использования ресурсов организации для работы на дому. Конечно же, необходимо издать приказ в организации о временном переводе сотрудников и в обязательном порядке ознакомить своих сотрудников с данным приказом. Но вот если возникает ситуация, когда работодатель отказывает в переводе на удаленную работу, даже в том случае, если человеку это положено сделать, что делать тогда работнику? Как я уже отметила, да, работник может быть переведен на удаленную форму работы, если трудовые функции позволяют и имеются на это технические возможности. Вместе с тем, указом главы Республики Саха-Якутия 27 апреля 2020 года 1143 установлены обязательные требования для работодателей по обеспечению соблюдения режима самоизоляции по месту проживания. Это касается работников, члены семей которых или лица, совместно проживающие с ним, заболели острыми респираторными вирусными заболеваниями, также работники, контактировавшие с больными новой коронавирусной инфекцией, работники в возрасте 65 лет и старше, а также работники, имеющие хронические заболевания, состояние иммуносупрессии, в соответствии с перечнем, утвержденным главой Республики Саха-Якутия. При этом медицинские работники в возрасте 65 лет и старше, а также имеющие хронические заболевания и состояние иммуносупрессии, привлекаются к осуществлению трудовых обязанностей после их согласования. Работодатель обязан обеспечить соблюдение работниками в возрасте 65 лет и старше, а также имеющие хронические заболевания, до места проживания. Во-первых, путем перевода на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей, если позволяют условия. При невозможности такого перевода предоставляется работникам ежегодно оплачиваемые отпуска или отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон в соответствии с трудовым законодательством. Работникам, контактировавшим с больным коронавирусной инфекцией, оформляется больничный лист на основе постановления Роспотребнадзора. Работникам в возрасте 65 лет и старше оформляются электронные листки трудоспособности путем предоставления реестра работодателей в фонд социального страхования. В случае нарушения работодателями указанных требований предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
По фактам нарушений работникам необходимо обратиться в адрес Министерства труда и социального развития Республики Саха-Якутия для проведения проверочных мероприятий работодателя. В последнее время нередко возникает вопрос, а возможно ли заключение и расторжение трудового договора дистанционно, без личного контакта? Да, это возможно. При заключении и расторжении трудовых договоров путем обмена электронными документами используется усиленная квалифицированная электронная подпись как работодателя, так и работника. Получить такую подпись можно в аккредитованных удостоверяющих центрах. При расторжении трудового договора электронным способом все требования трудового законодательства должны быть соблюдены в части сроков и порядка уведомления как работника, так и работодателя. В иных случаях взаимодействия между работником и работодателем в дистанционной форме может осуществляться путем обмена электронными документами с подтверждением получения документов, то есть без использования электронной подписи. Ну, безусловно, часто тех, кого переводят на удаленку, волнует такой вопрос. При переводе на удаленную работу сохраняются ли для работников гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом? Да, при переходе работников на удаленную форму работы все гарантии компенсации, установленные трудовым законодательством, должны быть сохранены. Они должны быть закреплены как коллективным, так и трудовым договором. Сохранены условия оплаты труда, как уже отмечалось, командировочных расходов согласно трудовому законодательству. Заработная плата при переводе на удаленную форму работы должна быть сохранена, если объем работы и должностные функции сохраняются. Соответственно, выплаты стимулирующего и компенсационного характера сохраняются в полном объеме. Альбина Владимировна, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Это была программа «Актуальное интервью». На новом законе и всех нюансах удаленной работы мы говорили с заместителем министра труда и социального развития республики Альбиной Трубиной. Берегите себя, обязательно носите маски, дезинфицируйте руки и соблюдайте дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.